Казанцы смогут увидеть несбывшиеся мечты. Премьеру по таким названиям уже в пятницу представит театр Тинчурина. В основе спектакля произведение «Дом Бернарды Альбы» испанского драматурга и поэта Федерико Гарсиа Лорка. На пресс-показе побывала Маргарита Петрова. В общем трауре звонкому смеху явно не место. Для 5 дочерей Бернарды Альбы материнский дом стал тюрьмой, потому что любовь для нее синоним страдания. Но юная бунтарка Амелия пытается донести до зрителей, что каждая женщина должна быть любима. Классический материал – это вообще моя стихия. «Кровавая свадьба» мы играли, это был наш дипломный спектакль. У меня там был образ матери, очень сложный, большой, возрастной. Тогда мне было 24 года, я играла женщину старше 40 лет. Дом Бернарды Альбы в Казани возводят во второй раз. Рашид Загидуллин к этой пьесе обращался еще 7 лет назад, но тогда артисты сыграли спектакль лишь дважды. Затем театр закрылся на реконструкцию. Вернулись к сюжету тинчуринцы в декабре. Декорации и костюмы остались прежними. Появились новые персонажи. Они читают стихи Лорки, что были переведены специально к премьере. С испанской культурой пришлось познакомиться все-таки, как обращаются они с веерами, как руки держат. Историю этого дома Федерико Гарсиа Лорка знал с детства. Прототипы героев жили с ним по соседству. Свою драму он закончил в 1936-м, но актуальна пьеса и сегодня. Пытаясь избежать страданий, порой люди лишают себя духовной жизни. Маргарита Петрова, Амир Залишев, ТНВ, Казань.